В сегодняшнем видео мы расскажем о братском народе таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что Рахмона любят в Узбекистане. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Когда президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Узбекистан с государственным визитом впервые за 20 лет, политологи называют этот визит историческим. Знаете, у нас в истории многие дни хорошие были тоже, и непонятные очень много дней, годов было, но 2018 год в нашей истории останется прорывным годом. Вот это самое главное, потому что это прорывной год, это желание наших народов, это многовековая история узбекских и таджикских отношений. Сегодняшний день он в истории наших народов на самом деле запишется золотыми буквами. Не было такого. Вы представьте, год-полтора тому назад, кто бы представлял, что в Ташкенте вот в таких отношениях, вот в таких, знаете, как душой радует. Вот сегодня я видел глаза наших людей, которые встречали имама Али Шариповича. Я видел, какая радость, потому что люди этого хотели. Последние 20 лет отношения между Душанбе и Ташкентом переживали не лучшие времена, а в СМИ говорили о холодной войне. Многие годы одним из камней преткновения в таджикско-узбекских отношениях был таджикский полковник, этнический узбек Махмуд Худой-Бердыев. С 1996 по 1998 годы он трижды принимал мятеж против правительства Таджикистана, а затем скрывался на территории Узбекистана. Первый мятеж был частично успешным. Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону пришлось тогда договариваться с мятежным полковником и даже снять с должности некоторых министров. Второй мятеж был подавлен президентской гвардией, и Худой-Бердыев отступил со своими сторонниками на территорию Узбекистана. В годы правления узбекского правителя Ислама Каримова между странами отношения стали натянутыми. У нас сегодня, когда мы задали нашим членам делегации, есть вопросы. Оказывается, у нас уже нет вопросов. Вот в истории вы можете сказать какую-то страну, которая имела такой тяжелый багаж этих 20-летних годов, мы за 1,5 года, у нас нет вопросов. Это говорит о том, что мы создали наше желание великих предков, чтобы жить в дружбе, в родстве и, самое главное, безопасности и спокойствии. Вы знаете, я подписывал и как радовался, я сейчас сказал при вас, что это гордость наполняет, что мы подписали договор о стратегическом партнерстве, который, вы знаете, это свидетельствует о начале нового этапа наших отношений. Вы знаете, мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было. Большая часть границы не была ни делимитирована, ни демаркирована. Жертвами минной войны стали более 20 мирных граждан Таджикистана. За последние 3 года процесс разминирования границ был практически закончен. Спорных участков практически не осталось. Все эти проблемы остались в прошлом. Газопоток налаживается. Разрушенный во время конфликтов железнодорожный мост между странами восстанавливается. Граждане пересекают границу без виз. Восстановлено авиасообщение. Это стало возможным после визита Шавката Мирзиёева в марте этого года в Душанбе. Рахмон и Мирзиёев выбрали другой путь отношений и подписали документ о взаимных поездках граждан. В рамках соглашения был введен безвизовый режим для граждан своих государств на срок до 30 дней. Таким образом, страны решили крайне болезненный вопрос. Причем сделали они это во время исторического визита Мирзиёева в Душанбе. Введение безвизового режима стало одним из самых долгожданных событий для граждан Таджикистана и Узбекистана. Рахмона очень любят в Узбекистане за то, что пошел на то, чтобы сломить все эти стены между странами, и поддерживает народ. Поистине показал, что народы братские. Это такой документ, который останется в истории. Сегодня у нас исторически впервые за все эти годы такой большой совместный концерт. И я средств массовой информации тоже приглашаю, чтобы вы посмотрели концерт дружбы. Будем петь на одном языке. Для этого мы
этот язык, этот мост дружбы, который мы сегодня на этом концерте, он должен притворяться в жизнь. Исключительно теплый прием. За 27 лет это у меня первый государственный визит и с таким высоким уровнем встречи, искренней радости народа Узбекистана к нашей делегации. Я думаю, что президент это лицо государства и народа Таджикистана. Мы очень благодарны вам и от имени делегации хочу еще раз поблагодарить вас. Как вы относитесь к Узбекистану? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. По мере радовались жители обеих республик. Толпы таджикистанцев рынули в Узбекистан, чтобы встретиться с родственниками, которых не видели много лет. Согласно официальным данным, в сутки границу между Таджикистаном и Узбекистаном пересекают порядка 20 тысяч человек. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.